Вы смотрите интервью, студия Аида Хамзина. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как развивается система технического и профессионального образования в Казахстане в международном контексте. Все чаще колледжи выстраивают партнерство с зарубежными образовательными организациями, создают совместные программы и открывают студентам путь к новым возможностям. Но вместе с перспективами появляются вопросы, насколько наши дипломы признаются за границей, готовы ли студенты и преподаватели к международным обменам и какие барьеры мешают колледжам выйти на новый уровень. Об этом мы поговорим с нашим гостем Аружан Кайратқызы, главным менеджером управления международного сотрудничества и интернационализации некоммерческого объединения «Талап». Расскажите, какова главная цель интернационализации системы колледжей Казахстана? Начнем с того, что 2025 год объявлен нашим президентом годом рабочих профессий. Мы сейчас активно модернизуем систему технического и профессионального образования. Один из главных направлений – это интернационализация системы ТИПО. Интернационализация – это, простыми словами, открытость к миру. В нашем случае это, если сказать по-другому, процесс, когда образование в одной стране соединяются с мировым опытом и стандартами. В нашем случае это наши казахстанские колледжи активно сотрудничают с зарубежными партнерами, организациями. В начале этого года НАО «Талап» совместно с Министерством просвещения Республики Казахстан по прогнозам ЦРТР определили 12 ключевых отраслей. Это металлургия, IT, сельское хозяйство, машиностроение и так далее. По этим отраслям мы сейчас активно развиваем, модернизируем систему ТИПО. И мне хотелось бы сказать, что мы сейчас работаем именно по направлениям академическую мобильность, стажировки зарубежные, создание образовательных программ, также создание общих инициатив, международные сертификаты, также создание проектов 2 дипломов и так далее. Ну вот у нас есть в Казахстане с недавнего времени примеры международного сотрудничества вузов, то есть в системе высшего образования. Теперь мы активно внедряем и ТИПО, верно? Все верно. Ну вот какие конкретные результаты уже были достигнуты в этом году? В этом году мы можем с уверенностью сказать, что Казахстан сделал серьезный шаг вперед именно в сфере интернационализации системы технического и профессионального образования. Наши колледжи подписали уже более 50 меморандумов с зарубежными нашими партнерами, также более 100 преподавателей, педагогов, также мастеров производственного обучения прошли зарубежные стажировки. Также наши более 80 студентов прошли также тренинги, попробовали себя в академической мобильности. Кто-то учился, кто-то стажировался. Также хотелось бы отметить, что мы запустили пилотный проект совместно с Certiport Pearson VUE в 5 наших колледжах. По итогам этого пилотного проекта наши студенты, 15 студентов, получили сертификаты международного образца. Также хочется отметить, что мы колледжи прошли международную аккредитацию. Также подписали меморандум совместно с Академией БРИКС. Сейчас наши студенты проходят отбор на чемпионат БРИКС Future Skills. И также хотелось бы отметить, что недавно, буквально на днях, наши студенты вернулись из Европы в Казахстан, участвовали на соревновании именно EuroSkills. И это EuroSkills, это всем известно, что это крупнейшее европейское соревнование среди молодых, получается, специалистов. Наши студенты завоевывали 7 медальонов отличия. Это тоже показывает наш результат. Много таких результатов. Каждый абитуриент мечтает учиться за рубежом. Ну вот как-то так повелось, да, у нас в Казахстане. Теперь такую возможность даете среднее профессиональное образование, я так понимаю, да? Да. Я думаю, что это прекрасный пример. Но тем не менее, с кем уже завязались партнерства? Вот все мы знаем в мировой практике, что в Германии
лучше всего обучают инженеров. В Италии больше творческие профессии. Вот вы назвали 12 направлений, среди них и металлургия, и сельское хозяйство. В каких вузах или тоже колледжах будут иметь возможность обучаться казахстанские студенты? Сегодня у нас партнерские отношения более чем с 20 странами. Это Китайская Народная Республика, это Южная Корея, Япония, Франция, Германия и также другие страны. То есть мы сейчас активно развиваем международное сотрудничество с вот этими вот странами. Интерес достаточно высокий. Казахстан сегодня воспринимается как страна с большим потенциалом для развития профессионального образования. Также хочется упомянуть еще раз, что мы активно модернизуем систему ТИПО, и все вот эти страны хотят быть частью этого процесса. Наверное, основной фокус мы делаем на Китайскую Народную Республику. Многими уже колледжами начали сотрудничать наши отечественные колледжи, уже начали академическую мобильность, то же самое стажировки. Вот с какими трудностями чаще всего сталкиваются студенты колледжа, когда хотят участвовать в международных программах? Это язык или какая-то финансовая возможность, возможно, бюрократия? Это, скорее всего, языковой барьер. Это очень такой болезненный, мне кажется, барьер, потому что многие студенты не знают английский язык. Хочется подчеркнуть знание английского языка, вообще иностранных языков. Это очень важно. И хочется сказать нашим студентам учить иностранный язык английский в том числе, потому что как только наши студенты осознают это, чем больше двери, мне кажется, откроются для наших Сегодня есть студентов. новые технологии, они появляются ежедневно, Да. поэтому, возможно, скоро это перестанет быть барьером, но тем не менее, конечно, мы понимаем, что язык он нужен. Все-таки давайте поговорим о финансах. Это грантовое финансирование по большей части? Финансирование, да, это за счет, может быть, и партнеров, это может быть какие-то проекты, спонсируют наши партнеры в основном. То есть они предоставляют общежитие для наших студентов бесплатно. А вот как предприятия на это реагируют, которые уже давно работают с колледжами, запускают дуальное образование, есть такие, да, в промышленности чаще всего. Готовы ли они финансировать подобные проекты? Я бы не сказала, что они полностью готовы финансировать, но в частности, да. То есть часть покрывается нашими партнерами, часть наши студенты. Наверное, какой-то отбор есть, да, конкурс для конечно, того, чтобы, да, бывает. Как говорится, вложиться в этого человека, специалиста, чтобы потом на выходе получить действительно профессионала. Насколько преподаватели колледжа и сами готовы к обменам, к стажировкам за рубежом? Есть ли у них интерес? Конечно, есть. Во многих колледжах наши преподаватели готовы выехать за рубежом, то есть постажироваться. Потом это отличная возможность на самом деле для наших педагогов, потому что они приходят с новыми методиками, подходами, потом они внедряют вот эти методы, подходы в образовательный процесс. То есть наши студенты и педагоги абсолютно готовы к возможностям. Вот колледжи в основном находятся в регионах, да? Ближе там, к каким-то отраслевым направлениям. Вот насколько региональные колледжи могут включиться в международное партнерство, учитывая, что ресурсы у них, может быть, несколько ограничены по сравнению с крупными городами?
Да, верно. У них меньше ресурсов, но мы стараемся поддерживать их больше. Через вебинаров мы проводим онлайн-тренинги, также поддерживаем, то есть даем какие-то рекомендации, методические рекомендации, вовлекаем много зарубежных партнеров именно сотрудничать с колледжами именно из регионов. Вот как студенту колледжа проявиться? Что нужно сделать для того, чтобы попытать удачу и поучаствовать в международной программе? Это, скорее всего, проявить себя, показать себя, учиться усердно, участвовать вот как раз таки на чемпионатах. Нужно для того, чтобы ознакомиться с теми же условиями, с программой? Это есть специалисты в колледжах, которые работают над этими вопросами, именно вот академическими мобильностями. Они могут обращаться им, они полностью проконсультируют их. То есть тут нету никаких проблем. А стажировка гарантирует трудоустройство? Да, мы гарантируем. То есть если вот у колледжа есть сотрудничество с предприятиями, вот, например, есть у нас программа ТОП-100, наши, получается, студенты, которые участвуют на эту программу ТОП-100, и они гарантируют, то есть мы гарантируем им полностью трудоустройство нашим студентам. А конкурс большой? Конкурс, да, большой. Вот в этом году тоже ежегодно проходит этот конкурс. И вот. Но вот вы упомянули о двухдипломном образовании, то есть такая возможность может появиться, да, когда зарубежный вуз в партнерстве не вуз, а колледж, в партнерстве с местным колледжем могут как раз-таки развернуть свою деятельность на территории Казахстана, и студентам не нужно будет уезжать за рубеж. Да, мы сейчас над этими как раз-таки работаем. Запуск программы двойных дипломов – это наша цель, наша задача. Именно в этом году мы начали этот вопрос. Это, да, вот, к примеру, это будет 1+3 или, к примеру, 2+2, это получается 2 года в Казахстане, 2 года за рубежом. Или 3 года в Казахстане, 1 год это вот за рубежом. Мы сейчас рассматриваем, работаем над этим вот вопросом. Как семьи относятся к этой программе, к такой инициативе? Поддерживают ли они своих детей? Не сказала бы, что полностью все семьи поддерживают детей, но есть, конечно, семьи, которые дают поддержку, полноценную поддержку. Почему? Потому что многие студенты к нам приходят несовершеннолетними. То есть тут возникают проблемы вот именно я и спрашиваю, да. С возрастом, когда вот оформляют документы и так далее. Но да, большинство семей поддерживать своих детей, это же вклад за будущее. Но вот какую роль в интернационализации играют работодатели? Работодатели – это ключевые партнеры и, можно сказать, соавторы всей этой системы интернационализации. Они предоставляют площадок для наших студентов, для стажировки, для практики. Да? То есть наши студенты могут постажироваться там, пощупать. То есть это возможность адаптироваться к производственным технологиям во время еще учебы. То есть работодатели играют важную ключевую роль именно вот в интернационализации. Сколько времени уже работает эта программа? Какая инициативы по международному сотрудничеству? Уже давно есть, в принципе, но именно вот как наш президент объявил этот год годом рабочих профессий, мы начали активно модернизировать и вот развивать именно международное сотрудничество. Но есть колледжи, которые уже давно работают, да, с зарубежными странами, предприятиями, организациями.
То есть это уже давно есть. Успехов вам в этом направлении, хорошей учебы нашим студентам. Я благодарю вас за интервью. Напомню, что Саружан Кайрат Кызы, главным менеджером управления международного сотрудничества и интернационализации некоммерческого акционерного общества «Талаб», мы говорили о среднем профессиональном образовании. На этом наша программа дошла к концу. До скорых встреч в эфире.